Здравствуйте, вы смотрите актуальное интервью. Меня зовут Александр Хавренко. Во Владивостоке вовсю идут 7-е международные спортивные игры «Дети Азии». Одна из особенностей этих игр в том, что молодые спортсмены могут пообщаться с легендами спорта, с теми, кто своим трудом и тренировками доказал, что возможно все. И сегодня у нас в гостях один из таких людей, двукратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Анна Ивановна Багалей. Анна Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Ну, раз уж мы начали беседу с «Дети Азии», это у вас вторые «Дети Азии». Да. Расскажите о своих ощущениях вообще от этого праздника спорта. Но это, знаете, мини-олимпиада для ребят, которые действительно являются будущим нашего спорта, не только нашей страны, но и спорта азиатских стран. И очень здорово видеть их всех, знаете, как на генеральной такой репетиции. Для многих эти соревнования действительно являются такой серьезной ступенью в большой спорт. И во многих видах спорта действительно разворачивается такая грандиозная битва за медали, и это очень приятно видеть. Вот сейчас ходят разговоры о том, чтобы шаг детей игр «Дети Азии» сократить до 2 лет. Как вы думаете, это пойдет на пользу или... Ну, тут все нужно смотреть с точки зрения того, чтобы всем было удобно, во-первых, да. Во-вторых, конечно, дети быстро развиваются, и у кого-то попадает возраст для того, чтобы участвовать на играх, у кого-то нет. И я знаю, что многие, допустим, биатлонисты, с сожалением, когда подсчитывали возраст, с сожалением высказывали по поводу того, что не попадают на этот турнир, и выступить здесь, конечно, я уверена, что хотят многие. Вот первые ваши игры, это были и наши первые зимние игры на Сахалине. Как вам там было, как вам организация, как вам вообще идея проведения зимних «Детей Азии»? Ну, наверное, традиционно, как и Олимпийские игры, сначала игры проводились летние, да, потом зимние, и «Дети Азии» тоже не сразу появилась зимняя история, но то, что весь вот этот праздник был на Сахалине, знаете, как бы собран, получается, в одном городе, причем даже локации очень рядом находились, было очень удобно перемещаться от объекта к объекту. Очень много ребят, кого видела, которые впоследствии смотрим за их выступлениями в том числе. Но в целом сама организация, это действительно грандиозное было открытие такое, как я, наверное, только на Олимпийских играх видела подобные вещи. И сам дух игр на протяжении всех дней видела, как представители делегации подсчитывали варианты возможных медалей. И вот эта все равно борьба командная, она чувствовалась на протяжении всего турнира. Ну, кстати, неоднократно говорили, что игры «Дети Азии» — это некая такая кузница кадров для будущих олимпийских чемпионов. И тому уже есть примеры, по крайней мере, по летним. По зимним, вот после Сахалина какие-то появились новые звезды в зимних видах спорта, может быть, в биатлоне вашем? Биатлон более возрастной вид спорта. И для того, чтобы мы подвели какой-то итог, должно пройти несколько игр. Потому что сейчас ребята, те, которые выступали на «Детях Азии», они только переходят в юниорский возраст, и не так давно это было, и еще до взрослого турнира они не дошли. Поэтому мы будем за ними следить, будем смотреть за их выступлениями роста, но сейчас еще на данный момент это, скажем так, следующая ступень, юниорский возраст. И я знаю, что биатлон в том числе, он будет... Есть предложение по омоложению возраста и перехода на другой калибр. Вы как-то говорили, что психология — это 25% успеха, все остальное — это ситуация. Вот что бы вы посоветовали молодым спортсменам, которые попадают в ситуацию? Биатлон — это такая история, которая очень сложно прогнозируется. И действительно, если есть фактор, который вносит природа, да, в виде ветра, различных осадков, которые бывают на стадионе во время выступлений, то тут спортсмен либо может собраться, мобилизоваться и выступить максимально хорошо, либо, наверное, в течение обстоятельств такое, что бывает состояние полярное, то есть полностью видит, какая приходит погода, и от этого полностью теряет настрой, боевой дух и прочее, прочее. Поэтому биатлон, он, наверное,
про характер, про общую даже выносливость, психологическую выносливость, стрелковую выносливость и физическую выносливость на дистанции. И ситуация здесь, вот как вы говорите, она, наверное, тоже весомая, но чем дольше я анализирую то, что происходит на стадионе у нас, и чем выше цели и задачи, которые ставятся перед спортсменами, тем больше фактор головы, психологии, он влияет. И, наверное, в каких-то моментах это один из самых основных факторов, которые влияют на победу. Особенно в гонках контактных, то есть эстафеты, гонки с массового старта, гонки преследования, там, где гуще событий, спортсмены выходят и разбираются, кто сильнее. Но мне кажется, психологическая поддержка, психологический настрой для детей особенно важен, потому что приехали на Дети Азии, да, например, не выиграли медаль, расстроились и сказали, так зачем мне это надо? Но тут нужно понимать, что это, опять же, это зависит от тренера, да, и родители рядом должны поддерживать, там, не знаю, руководители делегаций. У меня философия такая, что мы должны их научить, должны им дать почувствовать вкус вот этой вот борьбы, научить им всему правильному. И раскрытие в биатлоне происходит где-то, наверное, в 25 лет. То есть 22, 24, 27, даже вот этот возраст, когда спортсмен раскрывается, когда он знает все. Соответственно, за 10 лет до этого проводятся Дети Азии как раз. Вот. И еще есть огромное количество, скажем так, времени подытожить и ошибки, и набраться мудрости, набраться сил, набраться всего того, что необходимо для победы в биатлоне. И самое, наверное, основное, что мы должны транслировать вот и на играх, и вообще в детско-юношеском направлении, это то, что они могут все, сейчас только самое начало. Сейчас самое начало, и при определенном, наверное, трудолюбии, усердии, и помощи наставников, помощи регионов, помощи всех тех, кто находится рядом, то есть спортсмен может вырасти в олимпийского чемпиона при плавном росте, не торопясь, шаг за шагом. То есть очень важно, чтобы не было скачкообразной такой нагрузки, и в том числе и психологически нам нужно их сберечь. До 16 лет турнир, который сейчас мы проводим, он как раз-таки говорит о том, что это самое начало. То есть для того, чтобы раскрылся после 20 лет, спортсмен сейчас должен не до конца созреть, а только первые шаги в большой спорт. Потому что очень часто, насытившись вот такими юношескими победами, спортсмены заканчивают 18 лет, кто-то по состоянию здоровья, кто-то просто считает себя таким выхолощенным, что ли. И нам нужно сохранить их в этом состоянии боевом. Вы начали заниматься спортом еще при, скажем так, Советском Союзе, да? А продолжили уже в России. Советская и российская школа биатлона или вообще спортивная школа, они различаются? То есть сменилось время, сменилась школа? Не особо, потому что биатлон в России, наверное, он является таким базовым видом. Из СССР мы имели очень много баз подготовки и имели хорошие традиции, то есть наставники, тренеры. Наверное, сейчас мы затормозились в большом развитии, но я уверена, что сейчас последние несколько, скажем так, лет не было такого серьезного роста результатов, да, и даже многие специалисты говорили о том, что мы там куда-то идет стагнация в большом биатлоне, но ребята появляются, и я последние 10 лет занимаюсь только детско-юношеским направлением, я вижу, как ребята растут, большое желание в регионах есть развивать не только биатлон, да, но и растить постепенно ребят. Нужно помочь и регионам, нужно помочь и федерациям, и опять же грамотная подготовка, она ведет к тому, что спортсмены сохраняют эту свежесть, боевую заряженность, мотивацию на выступление в большом биатлоне. Нам именно это и нужно, чтобы они сейчас, знаете, как попробовали, им понравилось, и они шли к большой мечте уже такие окрыленные. Даже если они не выиграют медали сейчас, это, наверное, самое основное, что может быть, это почувствовать эту жизнь внутри игр. Дети Азии позволяют это. Была в океане не один раз, в деревне спортсменов, и видела, как ребята, мне очень понравилось то, что ребята из других нероссийских команд
ждали своих ребят, когда их награждали на медальной церемонии, сидели большим представительством и поддерживали всех без исключения, и основной, конечно, своих поддерживали. Вот. Мне бы хотелось, чтобы у нас российские команды, представительства тоже так почаще приходили на медальную церемонию, ведь что такое вот эта церемония? Это отдать дань уважения и поприветствовать чемпионов, призеров, ребят, которые сегодня были сильнейшими. Это нужно действительно иметь многим, наверное, мужество, прийти и сказать, что вот вы были сильнее, я готов расти до ваших результатов, но сегодня я аплодирую вам за ваши победы. Знаете, вот еще у меня есть такой вопрос, немножко, по-моему, парадоксальный. Якутия. У нас есть в Алдане прекрасная лыжная база. У нас очень долго лежат снега, у нас много снега, но при этом якутские спортсмены в зимних видах спорта пока не очень. Как вы думаете, чего не хватает якутским спортсменам? Наверное, более пристального внимания. Сейчас сменился и президент федерации, и мы контактируем с министром спорта. Он буквально на днях был у нас на площадке, которую мы выстроили у Фетисов-Арена, и сам пробовал стрелять. Здесь же присутствует сейчас Ксения Янополец. Она выиграла в этом году Кубок абсолютного чемпиона на нашем турнире и помогала нам эти 3 дня работать на площадке, показывала, рассказывала, обучала, посвящала в биатлон. Вот. И растут спортсмены, и также у вас серебряный призер Николай Максимов на первых зимних играх. То есть растут ребята, но долгое время у вас в Алдане мало кто знает, но стрельбище, и не разрешали стрелять на стрельбище, потому что определенные там были сложности с разрешительной системой. И вот буквально пару лет назад при такой серьезной работе нашего содружества нам удалось все сделать так, чтобы сейчас эта работа велась. И ребята, конечно, будут уже и на домашнем стадионе, не только на выездных мероприятиях соревноваться, но и смогут тренироваться здесь. А это оружие, это понимаете сами, что невозможно научить плаванию без воды, так и без оружия биатлонисты тоже не появятся. Поэтому все будет, надо немножко подождать. Мы тоже надеемся, что все будет, и уже в следующем году надеемся встретиться с вами на Кузбассе, и я надеюсь, что наши ребята вас приятно удивят. Да, я думаю, что так и будет, и сейчас мы как раз-таки с Кузбассом прорабатываем, такой у нас есть проект, чтобы были показательные выступления биатлона на пневматическом биатлоне, как раз-таки стрельбище пневматическое биатлонное было построено на Кузбассе. Вот буквально сегодня днем разговаривала с представителями оргкомитета. Будем вместе делать так, чтобы биатлон вернулся в программу, потому что были определенные сложности на Кузбассе, нет большого стрельбища биатлонного, но пневматика, я думаю, что она позволяет, это тот формат, который будет в дальнейшем только множиться, и это формат, который позволяет в любой азиатской стране иметь биатлон у себя, может он быть летним, и причем мы разговаривали с Международным комитетом игр о том, что летний биатлон он не менее зрелищный, чем зимний, и в нем могут ребята выступать, которые здорово бегают легкую атлетику, например, как вариант, он может быть с велосипедом, будь то маунтенбайк, могут быть роликовые какие, то есть разные варианты биатлона тоже возможны, и не только классические на лыжах. А пневматика, она дает возможности ставить стрельбище, буквально где мы с вами сидим, мы можем при определенной технике безопасности поставить стрельбище, и у нас будет замечательный рубеж, где мы сможем научить стрелять всех желающих. Большое спасибо, надеюсь, что все так и будет, и биатлон будет еще более популярным, чем он есть сейчас. Большое вам спасибо за интересную беседу. Это было актуальное интервью, всего вам доброго.